Татнефть-арена представляет 10 февраля. Встречай День влюбленных с Big Love Show. Попал на больничную койку с инсультом, нашли злокачественную опухоль в желудке. Анатолий Петров перенес операцию уже на последней стадии. Случай один из самых сложных, говорят врачи. Сейчас отлично, нормально. Сейчас уже боли нету. Мы очень долго сомневались, перенесет ли он эту операцию или нет. В конечном итоге решились на операцию после консультации с нейрохирургами, нейропатологами, терапевтами. В конечном итоге он успешно перенес эту операцию. По статистике, онкология на втором месте по смертности. В 2018-м только от рака умерли на 269 татарстанцев больше, чем годом ранее. Получается, ежедневно от болезни сгорает как минимум один человек. Имитируйте, пожалуйста, кто проходил диспансеризацию в 2017 году. Такой вопрос застал врасплох журналистов. Поднятых рук единицы. А ведь именно во время диспансеризации только за прошлый год выявили 1742 случая рака. 70% из них на первой и второй стадиях, когда с болезнью можно справиться. Когда симптомы появились, нужно идти к врачу. А на диспансерный осмотр, на диспансеризацию, на профилактические осмотры не надо ждать симптомов, чтобы пойти на профосмотр. Нужно идти, когда ничего не болит. Сегодня на учете в онкодиспансере стоят больше 110 тысяч татарстанцев, 8 тысяч дети. В год рак находят у 16 тысяч человек. Среди самых распространенных – рак кожи, толстой кишки и молочной железы. Будут приняты беспрецедентные меры. Во-первых, переоснащение республиканского клинического онкологического диспансера. Естественно, это софинансирование с федерального бюджета. Во-вторых, создание 9 центров амбулаторной онкологической помощи. В-третьих, организация на базе республиканского клинического онкологического диспансера межрегионального референс-центра. По нацпроекту здравоохранения в Альметьевске начали строить радиотерапевтический комплекс. Уже разработан проект нового диспансера в Челнах. Вероника Гайнудинова, Ренат Сафин, ТНВ, Казань.